4 мужчин и 2 несовершеннолетних подростков решили заработать на слабостях мужской половины Нижнекамска. Заработать незаконно. Они от имени девушек предлагали всем желающим любовь за деньги. Плату брали и пропадали. Как установили полицейские, таким образом подозреваемые обманули как минимум 16 человек. Причем один из мужчин лишился больше 100 тысяч рублей, так и не получив желаемого. Обо всем по порядку. Алия Хайруддинова. Кидали людей. Угу. Каким предлогом? Предлогом интимных услуг. У кого уж точно есть лишние деньги, так это у любителей платной любви. Видимо, решили 6 мужчин и придумали, как на этом заработать. Оказывается, никаких услуг, тем более сами они не планировали, только предлагать и брать предоплату. Объявления от лица нижнекамских жриц платной любви размещали в интернете и ловили клиентов на живца. К стоимости услуг дам, озвученных звонившим, прибавляли стоимость страховки и такси, после чего просили предоплату. Уверяли, без нее представительницы древнейшей профессии клиентам не выезжают. Не дождавшись дам, мужчины звонили снова, но телефоны оказывались недоступны. В ряде случаев аферистам удавалось выманить у нижнекамцев большие суммы, вводя их жертв в заблуждение. Уверяли, что транзакция была отменена. А кому-то и вовсе угрожали насилием за отказ перечислить денежные средства. Таким образом, 37-летний мужчина перечислил 107 тысяч рублей, так и не получив желаемого. Всего же, по данным полиции, подозреваемые, к слову, это все родственники, получили от 16 потерпевших около 400 тысяч рублей. По каждому факту Следственным управлением МВД России по Нижнекамскому району возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий нижнекамские оперативники установили и задержали 6 подозреваемых в совершении данных преступлений. Все они являются родственниками, проживающими в разных регионах страны. Преступную деятельность злоумышленники осуществляли на территории Казани, где сняли для этого квартиру. В ходе обыска жилища были изъяты сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты. 3 из задержанных жителей Ульяновска. Свою вину они признали. 33-летний мужчина на время следствия помещен под стражу. 2 несовершеннолетних 15 и 16 лет под подпиской о невыезде. В отношении еще 3 ведется доследственная проверка. Алия Хайруддинова, Нафиса Минязова, вызов 112.